21 августа 2014 года исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал указ о мерах по совершенствованию и усилению контроля за налично-денежным обращением, который вступит в силу 15 сентября. Указ был разработан для избавления от черной бухгалтерии, из-за которой серьезно страдает экономика страны. Но эксперты видят много минусов в содержании этого документа. Например, уже в первом пункте говорится о лимите в 50 тысяч рублей, который может обналичить предприниматель или физическое лицо в течение месяца. По мнению экономиста Андрея Бгашба, это существенно сокращает возможности сторон, ведущих торговлю. Почему лимит установлен 50 тысяч рублей, скажем? В той же Российской Федерации, как я говорил, 100 тысяч рублей. При том, что цены в Абхазии, если вы посмотрите по магазинам, они в принципе такие же, как в Российской Федерации. И, соответственно, если речь идет, значит, о операциях с такого рода товарами, где уровень цен уже понятен, ясно, что 50 тысяч это может оказаться мало. По словам специалистов, указ не был проработан до конца и составлен без учета современных реалий. Андрей Бгашба объясняет принятие указа условиями договоров, подписанных с Российской Федерацией. Если вы обратите внимание на действующий первый, самый договор, подписанный между Абхазской Республикой и Российской Федерацией, там есть такой пункт, что стороны будут стремиться унифицировать свое законодательство там, в экономической и так далее сфере. Да? То есть рано или поздно такого рода моменты должны были происходить. И они просто должны быть подготовлены. Есть очень много в российской экономической действительности, того, чего нет у нас. Как утверждает Андрей Олегович, указ создает большие проблемы не только предпринимателям, но и банкам, которые в настоящее время не готовы обслуживать большое количество клиентов. Нет, банковская система тоже не совсем готова, потому что если участится количество... Давайте так смотреть, если мелкий частный предприниматель будет пользоваться банковскими услугами, для него это, помимо всего прочего, вырастают издержки. Ну, давайте, он согласен с этими издержками, и они идут в банк. А у нас, посмотрите на наши банки. Не каждый банк имеет большое помещение. Не каждый банк в состоянии быстро обслужить определенное количество людей, которые придут. То есть есть пределы. Значит, придется расширять банковские офисы, придется нанимать новых работников. И это время. Так быстро ничего не бывает. Что касается самих предпринимателей, большинство сходится на том, что принятие указа сильно ударит по их бизнесу. Для мелких предпринимателей намного проще платить так называемый специальный налог, чем оборудовать небольшие торговые точки кассовыми аппаратами и осуществлять безналичный оборот денег. Мы вообще, вот вы что вы говорите, кассовый аппарат, мы даже не знаем, что такой закон уже вышел. Но мы даже не представляем, как оно, вот, что мы будем делать. Мы сможем ли зарабатывать на вот то, чтобы кассовый аппарат, это все-таки же государство, наверное. Да. Мы сможем на себя работать, на рынок и на государство. Мы и так еле-еле выживаем. Мы 20 лет на этом рынке работаем, и мы концы с концами сводим, потому что надо семью смотреть. Кассовый аппарат? А это что? Это с чеками? С чеками? Ну это когда будет, я вам скажу, через 100 лет, наверное, вот это будет. Указ уже вышел. У нас в Абхазии не надо никаких чеков, лишние расходы зачем? Вот пришел 20-30 рублей, уступил, человек, пенсионер подходит, взвесил, 520 рублей, я ей даю за 500 рублей, 20 рублей уступлю. Зачем мне чековый аппарат, касса, масса, это зачем? Это колхозный рынок. Кассовые, как можно поставить? Это крестьяне должны торговать свой товар. Если факт торговые, закупочные предприятия, если могут сделать, государство, если деньги оплачивает, и сверху какие-то 20-30% попадать будет в государство, вот тогда и государству выгодно, и продавцам тоже выгодно, и крестьянам тоже выгодно. Есть и те, у кого магазины уже оборудованы кассовыми аппаратами, и они считают эти меры необходимыми, но все же опережающими реальность. Такой порядок расчетов был раньше, но он потихоньку, его никто не отменял, он был лет 10 назад, по-моему, вводили, его никто не отменял, но он тихо-тихо угас, сам собой. Ну, трудно говорить, по каким причинам он угас. Может быть, какие-то чьи-то интересы, кто-то продавливал.
Вот. Но заново его вводить, естественно, надо его прорабатывать, очень думать, очень скрупулезно надо это все прорабатывать. Вопреки расхожему мнению, что указ никак не повлияет на крупный бизнес, стоит обратить внимание на тех предпринимателей, которые осуществляют закуп у физических лиц, не имеющих возможность пользоваться банковскими услугами. Получается, что при совершении сделки обе стороны нарушают закон. Отсутствие налаженной банковской системы и других условий, необходимых для четкого исполнения указа, несут угрозу крупному и мелкому бизнесу. А между тем, указ полностью вступает в силу уже 1 января 2015 года. Готова ли страна к таким переменам? Ольга Джонова, Юлия Козлова, студия «Диалог». Добрый вечер, дорогие телезрители. Я рад приветствовать вас в клубе «Диалог» на экспертной площадке «Диалога». Наши передачи все посвящены основным актуальным проблемам Абхазии. И чем больше тем мы поднимаем, тем интереснее в обществе начинают обсуждать эти темы. И мы как бы следим за теми проектами, за теми указами, законами, вновь принятыми. И в дальнейшем это будет тоже входить в практику нашей экспертной площадки, где мы актуальные проблемы, указы будем обсуждать. Это очень важно, мне кажется, потому что при обсуждении новых законов и указов, я думаю, можно допустить меньше ошибок при их реализации. И на самом деле существует много и мифов, и много непонятного. Для того, чтобы разъяснить все позиции, мы сегодня пригласили на нашу передачу авторов одного из указа и экспертов. Сегодня мы пригласили на нашу передачу экономистов, и чтобы обсудить одну из важных, я думаю, проблем в Абхазии, это проблема, как функционирует и как работает малый бизнес, предприниматели, которые находятся в секторе малого и среднего бизнеса. Я думаю, вот эту часть населения взбудоражил, не то что взбудоражил, а, наверное, заинтересовал новый указ. Это указ о мерах по совершенствованию и усилению контроля за налично-денежным обращением. Для обсуждения этого указа мы пригласили сегодня к нам на диалог Амру Кваранзе, заведующего экономическим отделом администрации президента Республики Абхазия. Она кандидат экономических наук. Также мы сегодня пригласили очень много наших общественных структур и пригласили торгово-промышленную палату, первого вице-президента торгово-промышленной палаты Адгура Лушпа. Он также кандидат экономических наук. Сегодня мы пригласили на наш диалог Андрея Бгашба. Он представляет Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. Он сотрудник этого центра. Также он является преподавателем Абхазского государственного университета. Мы попросили и банкиров прислать своего представителя, и сегодня к нам пришел Адгур Курхумал. Он председатель правления Черноморского банка развития. Союз, непосредственно, я думаю, кого касается этот указ, это Союз промышленников и предпринимателей, прислал своего представителя Абиссалома Кварча. Я рад приветствовать уже во второй раз нашего, так сказать, можно сказать, уже постоянного эксперта Ахру Арста. Он заведующий отделом экономики Академии наук Абхазии. Я бы так построил наш диалог. Вначале я бы хотел, чтобы Амра нам рассказала
о том, что предшествовало этому указу и какие были предшествующие мотивы и что побудило все-таки написать этот указ и какая была необходимость. Я думаю, вы нам расскажете. В первую очередь я хочу сказать, что правила ведения кассовых операций и порядок применения контрольно-кассовой техники существуют уже давно. Это не новый порядок и не новые правила, им уже более 10 лет. Ввиду того, что за давностью уже лет, естественно, назрела необходимость усовершенствовать ряд правил, которые просто не могли исполняться в силу различных факторов и причин. Кроме того, не существовало эффективного контроля, и в первую очередь указ направлен на то, чтобы усилить контроль со стороны Министерства по налогам и сборам за порядком ведения кассовых операций и применения контрольно-кассовой техники. При этом я хочу обратить внимание, что применение контрольно-кассовой техники, необходимость обязательное применение распространялось не только на юридических лиц, но и на индивидуальных предпринимателей. Другой вопрос, что не каждый исполнял эти требования. Сегодня ситуация в экономике сложилась, в абхазской экономике складывается таким образом, что часть наличного оборота находится в тени. Причем по самым скромным подсчетам это порядка 25-30%, но это самые скромные подсчеты. По сути дела, неучтенный государством оборот – это недополученные деньги в казну в виде налоговых платежей. А соответственно, это не исполнение тех задач, которые стоят перед государством. Это и задачи социального характера, это вопросы и заработной платы, вопросы и пенсионного обеспечения. Указ сам носит временный характер, потому что в указе даны основные позиции, по наличным расчетам, а дальше дано указание привести в соответствие свои нормативно-правовые акты ведомствам, которые отвечают за конкретные вопросы. Эти ведомства — Кабинет министров, Национальный банк и инструкции, если это касается в части Министерства по налогам и сборам. То есть тогда, когда соответствующие ведомства, там им дан срок до 19 сентября, внесут изменения в свои нормативно-правовые акты, по сути дела указ прекратит свое действие в части этих нормативов. Они будут закреплены в нормативно-правовых актах соответствующих. Тему передачи, Ливан, как ты озвучил, это малый и средний бизнес и, если я правильно понял, влияние данного указа. Проблема, касаемая налично-денежного оборота, она давно назрела, она звучала на национальной экономической конференции. Там, кстати, выступали и Давид Ирадян выступал, и были выступления с мест других руководителей, включая таможенных органов. Но в любом случае, сегодня в этих вопросах назрели определенные, скажем так, мнения. У нас есть мнение, то есть указ направлен для того, чтобы защитить интересы государства. С другой стороны, у нас есть мнение, скажем так, предпринимателей. И, естественно, такие вещи, когда принимаются, должны обсуждаться. Почему, объясню. Сегодня речь идет о том, чтобы говорить о комплексе мер. Избран президент, согласно Конституции, он определяет бюджетную и денежно-финансовую политику, будет утверждено правительство и, будет определена новая экономическая политика. Новая экономическая политика, лично в моем понимании, означает принятие и указов, и законов, и подзаконных актов. Суть в том, что такие меры принимаются пакетно. У нас сегодня нет закона о малом и среднем бизнесе, у нас нет закона о национальной системе бухгалтерского учета, у нас нет закона о торговле, у нас есть вопросы
законодательные по страхованию, по лизингу. Если это все вместе не упорядочить, то невозможно будет соблюсти общий интерес и субъектов хозяйствования, и государства. Поэтому, я думаю, в этом ключе, если мы будем обсуждать... Значит, я понял, считаю, что так будет правильно. Да. Ты считаешь, что выдернуть какой-то указ из общего пакета законов нельзя. Я хотел бы поговорить по процедуре еще. А можно вернуться назад? Это указ не носит временный характер. Это не в том смысле, что он временный. Он утратит свою силу с того момента, как эти нормы найдут закрепление в соответствующих нормативно-правовых актах. Они будут действовать. Сами нормы не носят временного характера. Сам указ дает указание привести в соответствие с этими нормами. Мы будем ссылаться, когда будем применять нормы, не на указ будем ссылаться, а будем ссылаться на положение банка и Кабинета министров в соответствующих сферах. Это в том случае, если все нормы, которые сегодня перечислены, с этими нормами согласится все общество или предприниматели, или те, на кого направлены эти нормы. Если говорить о том, что существовал у нас до сегодняшнего момента определенный порядок, да, налогообложения, и там были предусмотрены определенные санкции, люди к этим, и предприниматели к этим санкциям привыкли к этим нормам, и сегодня приводить в движение все новые, так сказать, без обсуждения. И я считаю, это для предпринимателей, вот сейчас будем, наверное, об этом говорить. Я хотел поговорить сначала о процедуре, а потом перейти к сути. Да? Мы, предприниматели, я в том числе, для нас это событие, как будто без нас женили, условно говоря. Нам предлагают новые правила, нам предлагают, не спросив, не учитывая наше мнение и не обсуждая это в различных экспертных кругах. Поэтому я считаю, то есть одна норма — это та процедура, о которой я говорил, это которая была принята уже давно, там она проходила всякие инстанции, визировалась, но, к сожалению, она приводила к тому, что принимались решения, потом их отменяли, потом принимались новые решения, потом их опять отменяли. И я думаю, основная направленность новых тенденций реформирования заключается в том, чтобы такие решения проходили экспертную оценку, и к этим решениям прилагался экспертный анализ, доклад, который говорил о состоянии экономики, о состоянии предпринимательства. Была проведена конференция, в котором принимали бы участие все предприниматели, кого этот указ касается. Да? И я просто думаю, что это очень важно для всех нас. И почему программа «Диалог» прореагировала сразу? Потому что, я считаю, мы должны заложить и в будущем новую форму принятия решений. Вот как вы думаете? Вот я хотел бы обратиться. Можно я скажу? Все-таки мы никакой велосипед не изобретали. Эти нормы международного характера, которые действуют в других странах, нормально они работают, нормально функционируют с учетом этих норм, и никаких ограничений в бизнесе не существует. По сути дела, эти нормы, которые должны в принципе работать на нашего предпринимателя. Если говорить конкретно о нормах, которые мы сейчас по-новому, которые закреплены, то для юридических лиц, например, даны послабления. Здесь ни одной нормы, ужесточающей работу юридического лица, не содержится. Раньше наличные расчеты между юридическими лицами вообще были запрещены. А поскольку мы проанализировали и поняли, что эти нормы выполняться не могут, поэтому юридические лица вынуждены их нарушать, мы сделали послабление.
Первый шаг, который мы определили, это 50 тысяч. Сегодня, раньше запрещены, еще раз повторяю, были наличные расчеты между юридическими лицами. Сегодня мы их разрешаем, но устанавливаем лимит в 50 тысяч. Это в месяц? Время в месяц, календарный месяц. Время движется вперед. Естественно, если правоприменительная практика будет диктовать иное, мы пойдем на послабление дальше этих норм, будем увеличивать эти лимиты, то есть будем пересматривать. Но для этого нужно время, нужно понять, как это работает, как это отработает. Следующий, пункт 2, мы закрепили. Раньше юридические лица не могли из выручки выдавать суммы под отчет. Вплоть до того, что если даже какая-то проблема, выходные дни у них возникала, им срочно требовался ремонт, срочно нужно было вызвать сантехника, без обналичивания денег через банк, через чек, это сделать было невозможно. Сегодня такая возможность существует. Сегодня из выручки, не сдавая деньги на расчетный счет, мы можем рассчитываться по различным работам и услугам. Это норма тоже послабления. Мы тоже понимали, что в субботу-воскресенье, предположим, кассы банки не работают. И бежать обналичивать деньги, а где их обналичивать? А закрывать не работать, это тоже не в интересах предпринимателя. Почему-то наш, так будем говорить, управляющий аппарат, в виде чиновников, они считают ниже своего достоинства как бы общаться или обсуждать с действующими предпринимателями. Я с вами абсолютно согласен, если государство не будет регулировать денежные потоки и не контролировать, это уже не государство. Тут есть свои определенные трудности. Мы рублевая зона, правильно? Мы не эмитенты, мы не печатаем рубли. У нас импорт 90%, экспорт 10%. По логике вещей у нас денежной массы не должно быть в Абхазии. Как мы на 10 рублей продали, вернее на 10, а купили на 90 рублей. Откуда мы деньги взяли? Как, за счет чего этот разрыв покрывается? Мы все знаем, что вся наша продовольственная, корзина, во всех магазинах продовольственных, они являются фактически розничными точками для российских оптовиков. Все завозится через границу, покупается налом. Он на границе заявил какую-то цену, завез, и дальше никто не контролирует, он продает опять налом. Он собирает наличность, перевозит через границу, опять покупает налом. Понимаете, регулирование начинается с того, что товар, который пересекает границу, заявитель этого товара должен показать контракт, деньги должны быть оплачены через банк, по счету и так далее. У нас это открытое, понимаете? Все начинается отсюда. Если мы не контролируем ввоз-вывоз капитала, ввоз-вывоз товаров, как мы можем регулировать? Мы тут ищем предпринимателя, чтобы он кассовый аппарат давал. Это просто, знаете, на этом фоне этот указ немножко, он не отражает реалии. Почему, в чем я согласен с Ливаном? Он говорит, мы живем, у нас выработались какие-то правила игры, правила взаимоотношения. И мы привыкли к тому, последние, особенно 10-12 лет, все у нас в Абхазии поднимается в разы. Налог на землю может в 5 раз вырасти, на электроэнергию в 2 раза, все на 200, на 100%. Нету никакого какого-то постепенного перехода, все неожиданно. Понимаете? Поэтому легче было бы просто вызвать, пригласить, мы такой указ, такое решение принимаем, как это. Мы бы сказали, мы за то, чтобы у нас было нормальное государство, где все функционирует нормально. Мы же не враги государства. Но вы мне скажите, согласно вашему указу, я сегодня являюсь активным человеком, который активно закупает сельхозпродукцию у населения. Мы боремся, вы знаете, что наша сельхозпродукция уходит за границу и так далее. Мы конкурируем с ним, стараемся эту продукцию остановить у нас. Нам очень тяжело. С момента выхода этого указа я не имею права закупать сельхозпродукцию. Я не могу налить. А как я могу закупать у крестьянина? Сегодня расчетного счета нету. Я сейчас приду, скажу ему, вы извините, откройте расчетный счет, я вам на счет зачислю деньги, вы мне дайте свою продукцию. Да он со мной разговаривать не будет. Понимаете, это я, например, с банкирами разговаривал, мне говорят, с 15 числа наличные деньги вы не получите. 50 тысяч в месяц, идите работать. Как нам работать? Это я один момент, такой говорю, который реально на нас отражается, понимаете.
Вот. Потом просто, да, как посторонний человек, мне непонятен тот 7-й пункт, да, где вы говорите, если подрядная организация, да, какой-то подряд, если у него уставной капитал там не содержит государственное предприятие, я смысла, например, в этом не вижу. Если делается обычно, да, тендер, если есть профессионально делает, квалифицированно делает, экономно, почему не дать предприятию выполнить подряд, который является, скажем, не государственным? А вообще установление ограничений по субподрядчикам, она, по-моему, к денежным, налично-денежным отношениям вообще никакого отношения не имеет. Да, вообще не имеет. Но почему это ограничение? Касается строителей и внутренних строительных норм и требований. Поэтому здесь каким образом этот пункт попал вообще в указ, мне тоже интересно. Значит, налогового кодекса у нас нет. Опять к чему возвращаемся? Тот же закон о торговле, то, о чем вы говорили. Что дает закон о торговле? Оптовая торговля, розничная торговля. Вопросы, связанные с переходом на контрактную систему во внешнеэкономической деятельности. Опять тут возникают вопросы по малому бизнесу, по инкассации. Вот сейчас недавно, значит, наши маршрутные такси, значит, бастовали. Опять же, те же кассовые аппараты. Есть разные мнения. Есть одни говорят, надо вводить. Другие, вот сегодня, то есть на днях Ираклий Черкезия озвучил, что это есть опыт у других стран, и они не везде эффективны, особенно в малом бизнесе. И вот это все, я что поддерживаю, конечно, это надо обсуждать с участием и общественных деятелей, экспертного сообщества, для того, чтобы это внедрить, для того, чтобы не было противодействия, наоборот, была поддержка, понимание, сопричастность людей, особенно в вопросах, касаемых фискальных. Данный указ, ясно, в первую очередь у людей возникает вопрос, кому это выгодно. Ясно, выгодно пополнить бюджет раз, выгодно банкирам два. А где тогда бизнес? Мой взгляд, побеседовав с нашими друзьями-банкирами, руководителями банков, тут есть такие моменты, стоит ограничение по индивидуальным предпринимателям, рассчитываться налом, то есть установлен лимит. В этом плане проблемно получается. То есть раньше индивидуальные предприниматели могли рассчитываться наличностью, оплачивать товары наличностью. Сегодня оно уже запрещено. То есть нормативные акты, они еще пока не готовы в дальнейшем. К примеру, будут они уже подготовлены, эти нормативные акты утверждены. Мы вынуждены будем отказывать в выдаче наличных денег по чекам. То есть, соответственно, думая о том, что меньше денег будет находиться в тени, в данной ситуации это может привести к тому, что люди перестанут наличность нести в банк вообще на свой счет. Будут приносить ровно столько, сколько нужно им отправить по платежам, по безналичным платежам. Остальное будут хранить дома. Это тоже будет усугублять как-то ситуацию. Мой взгляд, например, я считаю, что нужно вносить изменения, но к этому нужно подходить комплексно, поэтапно, не торопясь, чтобы не спугнуть и не создать проблем для среднего, малого бизнеса, согласовывать с предпринимателями, с лидирующими бизнесменами, которые уже положительно работают, с представителями банков, как-то это все согласовав, принимать поэтапные шаги, чтобы комплексно подходить к тому, чтобы у нас все развивалось полноценно, внедрять постепенно. Когда этот указ вышел, естественно, пришлось поковыряться, посмотреть, что существует вокруг нас, в том числе и в близлежащем мире, который через реку Псовы находится. В России есть такие указания, которые регулируют налично-денежное обращение. Причем, норма там применяется 100 тысяч рублей наличными по одному договору. Неважно, сколько договоров, это вы прекрасно знаете. А сам указ, который называется «Указание Центрального банка Российской Федерации»,
Только в 1996 году Ельцин издавал указ, который регулировал денежное обращение. С 2007 года четко этим занимается Центральный банк Российской Федерации, Центральный банк системы, который обеспечивает налично-денежное обращение своей страны. И, значит, эта инструкция, она более развернута, чем то, что мы написали. Да? Что касается других стран мира, это есть в Украине, это есть в Белоруссии, такие ограничения, есть в Испании. Были даже попытки ограничения налично-денежного обращения и для физических лиц, на Украине в частности, там 150 тысяч гривен, не больше, можно было. То есть опыт есть. И мне интересно, откуда взялась цифра в 50 тысяч рублей, которая, в общем-то, взята ниоткуда. И почему в месяц? Мне кажется, лучше российский вариант в данном случае. Да, потому что получилось не очень удачно. Попытка, конечно, в правильном направлении. Нам действительно надо экономику строить на современных рельсах. Да? Надо от кое-чего отказываться. Но не всегда это получится без разъяснительной работы. Понимаете, вот указ, который вышел, его не все одинаково воспринимают. Про физлица я спросил, потому что вот посмотрел российский опыт и понял, что там возникает мутная зона, и очень многое будет зависеть от поведения налогового инспектора, от поведения предпринимателя, как он будет обходить вот этот договор 100 тысяч рублей по одному договору, вот эту норму. При том, что расчеты между физическими лицами в Российской Федерации разрешены в любых объемах, ограничений нет. Индивидуальными предпринимателями. Физическими лицами. А индивидуальным предпринимателем считается любой зарегистрированный предприниматель, в том числе и предприятие без образования юрлица. Просто если брать предприятие без образования юрлица, то его отличие только при всем при том он регистрируется. Он идет в налоговую и говорит, буду заниматься, 3 вида деятельности называет. А у нас есть целая группа лиц, которые физические лица, они нигде не зарегистрированы, регулярно продают свою продукцию. Теперь, если им разрешаем, значит, вот я и говорю, скорее всего будет отток из индивидуальных предпринимателей, просто физлица. Это раз. И чисто вот мне по тексту очень... И у россиян тяжелый текст для понимания, а наш в этом смысле слабее. То есть есть моменты, которые в тексте должны были быть обязательно. Указа. Надеяться на то, что это напишут соответствующие органы, тоже как-то, не знаю. В общем, мое мнение вообще такое. Я вот говорил, когда комментарий давал, что я считаю, что срок действия указа надо отодвинуть, его переделать. И прежде чем вводить с разъяснениями. Вот, да, более того, в российских документах присутствует четкий перечень исключений из правил, когда контрольно-кассовые аппараты не требуются, в частности для торговли на рынке. Если у нас такого рода правил нету, то это надо, то это надо, в общем-то, было произвести разъяснительную некоторую работу для людей. Потому что сегодня реакция в основной своей массе отрицательная, к сожалению. Когда осуществляем бизнес, мы должны понимать, какие правила вхождения в этот бизнес. Еще мы раз. должны понимать, какие нормативно-правовые акты еще в этой раз. сфере действуют. Еще раз. В этой сфере вы не находитесь, к сожалению, я закончу мысль, вы не находитесь в вакууме. Вы находитесь в реальной стране, у которой сложились реальные взаимоотношения. Ломать просто так не получится. Тема действительно интересная. И спасибо организаторам передачи за то, что пригласили меня принять в этом участие, поскольку я как-то был причастным к изданию этого указа еще в самом начале. Хотел бы вернуться к маленькой предыстории. Тогда, когда указы издавали первоначально, к сожалению, в 1996 году, да, это было при Владиславе Григорьевиче Ардзинбо, и указ носил исключительно меру, связанную с регулированием неурегулированных тогда финансовых потоков. Первая и главная его цель, она заключалась в первом пункте, что предприятия и организации обязаны хранить деньги в банке. Далее его направленность была на то, что в тот период, к сожалению, очень превалировал здесь экспорт, вернее, превалировал импорт, происходило вымывание денег, вывозили люди наличные деньги, не завозили сюда ни товар, ни какую иную продукцию, и он в свое время как раз регламентировал временные режимы и сроки, когда либо должны были быть возвращены деньги, либо должен был прийти в республику товар на эту сумму. Второе. Там же предполагались и санкции за
невыполнение этих условий. И необходимость его, вкратце, если взять, была недостаточным совершенствованием законодательства на тот период. В дальнейшем указ претерпел определенные изменения в зависимости от того, как складывалась ситуация на рынке и в экономике нашей республики. Там были небольшие и незначительные изменения, но в целом направленность его была именно такая. Тогда он так и назывался «О мерах по совершенствованию налично-денежного обращения». Да, по упорядочению денежного обращения. Сегодня уже появилось слово еще и контроля, если вы обратили внимание. Но, к счастью, за этот период наша законодательная база достаточно оказалась рабочей. Да, есть недостатки, да, есть нюансы, в том числе и налоговое законодательство. И указ по своей сути необходим. Но мне кажется, что здесь есть моменты, которые все-таки следовало бы поправить и доработать. Ну, первое и главное, на мой взгляд, это тот же самый лимит, да, который установлен здесь в размере 50 тысяч рублей за взаиморасчетах между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые оказывают те или иные услуги этим юридическим лицам. Представьте себе пример. Какая-нибудь крупная компания, которых у нас уже тоже немало, выгружает большое судно. Там 2-3 тысячи тонн определенного товара. Все пользуются услугами наемных водителей, наемных грузчиков и так далее, потому что в штате не всегда выгодно держать этих людей. Далее, получается, что сумма стоимости разгрузки этого груза выливается больше, чем в 50 тысяч. Что делать юридическому лицу? Как оправдывать свои расходы? Ждать следующий месяц раз? Или же сказать: уважаемые друзья, вы пойдите, зарегистрируйтесь индивидуальными предпринимателями, откройте расчетные счета, я вам перечислю деньги на ваш расчетный счет. Нет, я могу подсказать, что сделать. Что сделать? Нужно разыграть такую фишку, чтобы некий сотрудник фирмы, как частное лицо, рассчитался за эти услуги. Вот видите, потом возместить ему затраты. Таким образом усложняем процесс расчета юридических лиц и физических лиц, оказывающих те или иные услуги. Да, я могу согласиться с тем, что российская практика выплаты там условно 100 тысяч рублей по одному договору, тогда можно предположить, что можно нанять условно несколько индивидуальных предпринимателей, а не так вот ограничиваться. Здесь, кстати, не сказано, что это всего в месяц предприятие может выплатить таким порядком. Все остальное по банку. Немаловажно то, что наше законодательство не предусматривает обязательность открытия расчетного счета в банке для индивидуальных предпринимателей. Он может работать и без расчетного счета. Как быть в этих случаях? Я скажу, что в России вынудили вот этим указанием этого года, июньским, вынудили их открывать счета. Хорошо, допустим, мы их вынудили. Это противоречит ГК. Но давайте учтем то, что сегодня много, опять же, работает предприятий в плане оптовой торговли. Да? Предприниматель, расположенный в селе, занимающийся индивидуальщик, да, он стоит на учете, не имеет счета. Он приезжает раз в неделю, делает закуп. Ну и как быть тому юрлицу, которое должно отпустить ему товар, который раз в неделю? Превышение однозначно будет. Ну, можно регулировать либо нормой, либо еще какими-то делами. Но мне кажется, что вот здесь вообще не следовало бы затрагивать индивидуальных предпринимателей в регулировании. Индивидуальные предприниматели, тем более, что эта норма не сможет работать, допустим, под тех, кто попадает под спецналог. Они платят фиксированную ставку, которая определяется таким путем. И вопрос, зачем ему тот же самый, условно, расчетный счет, да и получать оттуда деньги, если он все равно платит фиксированную ставку. И кассовый аппарат ему не нужен. Все-таки я предполагаю, что указ должен определять, да, основные правила игры. Под них, под этот указ, естественно, должна быть приведена нормативная база соответствия. Я понимаю, что, может быть,
и недостающие законы надо принять какие-то, или поправки туда внести. Возможно, что и Министерство по налогам и сборам, другие ведомства сделают соответствующие изменения в своих инструкциях, либо их введут, но, извините меня, при таком сроке это практически невозможно. Указ вступает в силу через 4 дня, а нормативные акты должны быть приведены до 19 сентября, то есть в течение 10 дней. 10 дней. Ну, это просто, я вас уверяю, физически невозможно, поверьте мне, как бывшему чиновнику. Это физически невозможно. Поэтому, мне кажется, нужно его по срокам оттянуть и какие-то нюансы, возможно, да, потом разъяснять. Однозначно нужно, правила игры, еще раз говорю, определять нужно, но нужно сделать так, чтобы была поэтапность и цепочка, и последовательность всех этих действий. Значит, нужно сказать, что работать над указом мы начали еще в начале июня. Все ведомства были готовы, все они знали, какие проблемы существуют в их нормативно-правовых актах, которые требуют совершенствования. Это бесспорно, да, доработки. Указ издан 21 августа. По сути дела, мы дали месяц на приведение в соответствие, а не 3-4 дня, да, то есть месяц, они знают эти. Значит, принципиально важные для нас нормы мы закрепили в указе, но в нормативно-правовых актах самих ведомств дополнительно могут появиться и другие нормы. То есть они, вопрос, да, в пределах их полномочий, в пределах их полномочий они будут. Понятно, что назрела необходимость. Прошло более 14 лет, как издано положение банка о порядке ведения кассовых операций. Более 12 лет уже прошло, как издано положение Кабинета министров по порядку применения контрольно-кассовой техники и других документов. Да? Их нужно совершенствовать, а основные посылы, в общем-то, изложены в указе. Значит, не так, я так считаю, не так, в общем, хочу сказать, что не так страшен черт, как его малюют. Значит, расчеты между физическими лицами в соответствии с действующим Гражданским кодексом не ограничены в наличной форме. В любых размерах между физическим лицом и юридическим лицом можно рассчитываться их 100 тысяч и так далее. Да? То, что касается вопроса, вы говорите, разгрузили, погрузили и так далее. Для этого это физическое лицо, с которым рассчитывается. Оформляют с ним договор гражданско-правового характера. Нет, я говорю об индивидуальном предпринимателе. Там услугу индивидуальный предприниматель или конкретное лицо оказывается, с которым можно заключить условно водитель. Действие этого указа распространяется исключительно на предпринимательскую деятельность. Все, что касается использования средств на личные цели, а индивидуальный предприниматель заработал доход, и он может его снять, как вы понимаете. И в этом смысле банк ничего проконтролировать не сможет. Если вы думаете, что банк сможет проконтролировать вот эти 50 тысяч, это будет не так просто, вообще, потому что расчеты... Относительно контроля банков, мой взгляд, например, вот лимиты, к примеру, вот в этом указе исключены со старого указа установление лимитов остатка кассы юрлицам. Они действующие. Они Дело в том, что вы... они будут на основании действовать на основании положения Национального банка. Здесь их нету отсутствия. Давайте постановление. В постановлении то, что указано о лимитах, это действующая норма, которая закреплена в положении банка. Вот эта норма действует, вот этих лимитов, ее не нужно дублировать. Относительно этих лимитов, мой взгляд, например, лучше сделать это таким образом. Его дорабатывать нужно еще дальше при утверждении этих нормативных актов. Мой взгляд, что банк устанавливает лимит юридическому лицу, чтобы контроль соблюдения кассовой дисциплины, чтобы проверяли представители налоговой службы, чтобы этот именно контроль за банком не закреплять. Такой посыл есть, и Национальный банк эту идею уже высказывал. Было бы проще, да. Эти вопросы на усмотрение Национального банка, потому что по действующему закону функционал по контролю расчетов закреплен за Национальным банком. И здесь Национальный банк издает свои нормативно-правовые акты. Каким образом будут устанавливаться лимиты, кто их будет контролировать, это определяет Национальный банк. Поэтому эти вопросы мы здесь не затрагивали.
Национальный банк уже эти вопросы поднимает. Связано это прежде всего с тем, что возникает конфликт интересов между коммерческим банком и его клиентом. Да? Коммерческий банк не заинтересован. Да, вот этот конфликт, и он должен решаться. По сути дела, и в том же российском законодательстве, на котором мы очень часто ориентируемся, до недавнего времени действовал, как вы знаете, порядок, когда банк контролировал кассовые операции, сегодня от этого отказались. По такому же пути, скорее всего, и будем следовать и мы. То есть здесь вопрос заключается в том, как Национальный банк определит и какие решения будет принимать. Здесь вопрос за Национальным банком. Еще раз, мы здесь закрепили принципиально важные для нас позиции, которые должны найти отражение в нормативно-правовых актах соответствующих ведомств, которые отвечают за эти вопросы. Эти ведомства дополнительно будут усовершенствовать те нормативы, которые существуют. Я хотел бы один пункт тоже обсудить, как председатель гильдии строителей. У меня вот такой вопрос. Каким образом по привлечению субподрядчиков, это касается вот строителей, да, вошел в этот указ о налично-денежном обращении? Потому что строительство — это такая сфера специфическая, да, наверное, как каждая сфера, наверное, специфическая, которая имеет свои определенные требования и законы. Есть большая специализация, тем более, когда касается объектов социального назначения, таких как больница там, и так далее. Там есть определенные требования. Вот кто определял вот эти пределы 30%, кто сказал, что вот должно быть 30, а не 35%? И почему такое вот исключение государственным предприятиям? Вот. Значит, по пункту 6 и 7 это накопленный опыт Министерства финансов, правительства нашего, и для того, чтобы упорядочить эти процессы, были введены вот такие нормы. В любом случае, здесь вопрос идет о бюджетных средствах. Государство определяет правила игры. И по сути дела, когда с 2015 года начнет работать система казначейства, эти вопросы все равно будут регулироваться. В любом случае. Ну, я бы тоже здесь, вот как Ахра, заметил одну такую вещь, когда вот сам строительный комплекс и бюджетные деньги, которые идут в строительный комплекс, он должен вообще в комплексе решаться. То есть должны быть тендеры, должны быть, то есть функции, вот есть специализированные строительные организации, и мне кажется, по специализации должны быть тендеры. То есть, я думаю, практику, когда мы создали такие монстры строительные, которые занимались всем, а в итоге ничем, на проверку, ни к чему хорошему не приводит. Мы сейчас говорим о том, чтобы помочь мелкому и среднему бизнесу. Вот в строительной отрасли, например, да, такая форма, так сказать, ограничения приведет к тому, что мелкие и средние предприятия вообще не получат заказа. То есть мы их, если они не в состоянии выполнять все виды работ, а по практике у строителей я могу сказать, что в то, что мы такие большие строительные организации, как Абхазстрой или там Южная строительная компания, которые занимались всем видами работ, привела к тому, что появились эти монстры, большие структуры, которые в итоге ничем не занимались, а все отдавали субподрядчикам. Если мы хотим эти структуры, да, обязать, чтобы они сами все создавали, то тогда это будет огромная строительная компания, которую невозможно будет в условиях Абхазии управлять, и она совершенно будет неэффективна. Вот скажите, мы с вами видим, понимаем тенденцию перехода юридических лиц в индивидуальных, перехода в форму индивидуального предпринимательства. Видим эту тенденцию? Сумасшедшая тенденция. Я не анализировал, и связано это именно с наличными расчетами. Все правильно вы говорите. Да, и связано это с наличными. Объемы индивидуальных предпринимателей превышают объемы отдельных юридических лиц. В этом?
И поэтому мы не можем, понимаете, мы не можем отдельные правила устанавливать для юридических лиц, отдельные правила устанавливать для индивидуальных предпринимателей, потому что каждый из них ведет бизнес. В бизнесе правила должны быть едиными. Мы им препятствуем, а не даем развиваться. Вы знаете как? Вот там есть и другая причина, это введение бухгалтерского учета, от которого уходят юридические лица. Действительно, это... Да, там есть и этот нюанс тоже. Не только в части там сокрытия денежного оборота, но и вы знаете, вот в России был такой опыт, да, вот до недавнего прошлого индивидуальные предприниматели были освобождены от налога на добавленную стоимость. Поэтому все участники внешнеэкономической деятельности резко стали индивидуальными предпринимателями. Ну, они это дело поняли, и тогда без разницы, индивидуальный предприниматель или лицо, если ты являешься участником внешнеэкономической деятельности, то форма отчетности и форма уже становится другая. И это как бы лазейка закрылась, да? Вот, когда вы говорите, например, я, знаете, вот два вопроса, которые меня немножко смущают, вот эпизод на рынке. Ну, там наш земляк говорит, что это не для абхазцев и не для Абхазии, да? Почему-то мы считаем, что в Абхазии можно жить по другим законам, чем... Это тоже отсутствие разъяснительной работы, так будем говорить. И второй момент, вы вот говорите, вы знаете, можно нарушать на 50 тысяч рублей, но не больше, но 50 тысяч мы вам разрешаем нарушать. Зачем вообще позволять нарушать? Если нельзя по безналу работать, то нельзя вообще работать. А если можно, давайте по налу работать. И это совсем не послабление, не плюс. Понимаете, сказал, вот это то, что вы сами даете какую-то дельту, да, тогда должно быть четко определено, это нарушает правила, это не нарушает правила. Поэтому... В предыдущих редакциях указа было записано, что запрещается расчеты между юридическими лицами, и в случае наличия таких расчетов применялся штраф в размере 20% от суммы, как одной, так и другой стороны. Так? Сейчас эта норма как бы отпала, поскольку указ... Она как бы по логике появится у МНС. У МНС появится. Они это должны написать. Поскольку или вот эта норма легко нарушаемая, да, и ее обойти достаточно сложно. Размере штрафа, раньше у нас было, как штрафовалось, а здесь нету пока. Да, 20 тысяч, по-моему. Да? 20% от суммы расчета, да, по наличным. 20%. Поэтому всех это как бы не устраивало, и штрафовать не хотелось, и поэтому все и перешли юрлица между собой на безнал. Я вам скажу, это достаточно удобная, правильная, нормальная норма и форма. Опять же, все введение вот этого ограничения, будем так говорить, между юрлицом и индивидуальным предпринимателем, или наоборот, как вы говорите, послабление в части возможностей расчетов между юрлицами 50 тысяч и не более, я не думаю, что это является плюсом данного указа. Да, это если его не минус, то явно не плюс. Конечно, это не рыночная норма. Я не знаю, кто ее делал. В вопросах связано 30% от стоимости услуг по субподрядчикам в уставном капитале, которых государственное участие составляет не менее 50%. Это абсолют, это вообще непонятно в чьих интересах. Условия по государственным заказам для всех должны быть одинаковые. Для всех. И эти условия, кстати, опять же, я с Ливаном согласен, должны быть прописаны в законе, который, я надеюсь, будет принят, о размещении государственных заказов, то есть о тендере. Далее, что касается, мы много говорим об интересе государства. Но я все-таки хотел бы поговорить об интересах прямых и малого бизнеса, и среднего бизнеса, потому что в первую очередь этот указ касается их. Здесь должна быть речь о том, чтобы создать условия, чтобы им было выгодно работать по безналичному расчету. Пока мы эти условия не создадим, можно любые карательные меры придумать, это будет абсолютный пшик. И эти меры, значит, и опыт есть уже у постсоветских стран. Все это проходили, это еще при Горбачеве началось, это челноки, это деньги в сумках, в чемоданах,
кто-то быстро этот этап прошел, кто-то медленно этот этап прошел. Мы тоже его затянули, я согласен, должны его пройти. И здесь должен быть интерес взаимный, если мы говорим о том, что мы хотим обеспечить экономический рост, если мы хотим обеспечить рабочие места, то мы должны создать условия выгодности, чтобы любому гражданину, занимающемуся предпринимательской деятельностью, было выгодно показывать деньги в банке. В первую очередь, это кредиты, это страховка, это доступ к оборудованию, то есть лизинг. Надо эти механизмы вводить, надо это узаконить. И тогда у нас с наличкой, наоборот, искать будут. Я думаю, этот указ, конечно, и надеюсь, что он направлен против той беспредельной обналички, которая была именно в госструктурах. Я думаю, это в первую очередь. Я сейчас бизнесом не занимаюсь, но я этот указ так воспринял. Потому что масштабы обналичивания средств в государственных организациях носили какой-то ненормальный характер. И ясно это все почему. Но, значит, ударил этот указ, и получается по малому бизнесу, по среднему бизнесу. А сегодня что малому бизнесу делать в банке? Кредиты ему не дают. Ему нет, то есть, смысла оборотку там показывать. Или кредиты какими-то сумасшедшими процентами. И вот это, опять же, мы возвращаемся к комплексному вопросу. Это должна быть комплексная, новая экономическая политика, и включающая в себя безусловный контроль государства над финансовыми операциями в стране. Это исключительное право, ясно, государства. Но опять же, раз мы говорим о демократии, раз мы говорим о правах граждан, включая право на труд и на нормальную жизнь, это все должно быть сделано в комплексе. И тогда у нас будет другое настроение. И в обществе, и в среде тех предпринимателей, и в государстве в целом. Я вот полностью согласен с Ахрой в той части, что нужно выводить экономику из тени не запретительными и контрольными мерами, а созданием условий соответствующих. В этой части, если, допустим, как мы говорим, было, тут и цифры Беслан приводил, мы говорим о том, что в тени находится много, то так или иначе эта тень образовывается в результате того, что не отслеживается движение этих теней. Я бы тоже в этом указе разделил бы то, что говорил Ахра, на две части. Да? Есть отношения с предпринимательским бизнесом, да, в котором на самом деле много в социальных сетях это тоже указы обсуждались, и основная мысль, которая проходила там красной нитью, это то, что надо сперва создать этот слой предпринимателей, который должен существовать, укрепиться, а потом его контролировать, да. И сегодня многие предприниматели просто сводят концы с концами, выживают в непростое такое время, и они выполняют социальную большую функцию. Они кормят свои семьи, так сказать, у них работают другие люди, которые получают зарплату. И те бюджетные деньги, которые в недавнем прошлом, я надеюсь, что наша прокуратура и следственные органы займутся, наконец, расследованием, как работали предприятия, как они использовали бюджетные деньги, да, именно в социально-экономической программе. Мы знаем, что там очень большие суммы, и там их целевое использование и эффективность этих денег – это отдельная совершенно тема. И мне кажется, что здесь, естественно, что касается бюджетных денег, бюджетного финансирования, да, из бюджета, здесь должен быть и контроль, и должны быть правила четкие там игры. Другой механизм должен быть механизм. Что касается массы предпринимателей, да, которые фактически в непростое время создавали свой
создавали свой предпринимательский бизнес, да, и сегодня каким-то образом устоялись, каким-то правилам игры привыкли, то путем информации, путем убеждения их надо, здесь все, я думаю, говорили о том, приводить к тому, что все расчеты были, то есть мы должны привыкнуть к тому, что все расчеты должны быть проходить через банк, и все должны расплачиваться, наконец, карточками, и вообще, если все выезжали за границу, знают, что вот расчеты наличными, они вообще как бы вчерашний день для всего мира. Понятно, что к этому, в этом направлении надо двигаться. Вот как вам кажется, нужно ли вот разделить эти, и как должно двигаться в этом направлении государство? Потому что я на самом деле считаю, что те ошибки, которые были допущены, и которые привели к таким социальным волнениям, потому что по нашему ближайшему опыту, да, подняли электроэнергию, народ не понял этого, потому что это социальная вещь, да. Сейчас с маршрутчиками, да, такая же вот ситуация, да. То есть, что касается вот этой среды, я думаю, здесь должны быть очень взвешенные, аккуратные меры. Вот как вам кажется, как в этой сфере, то есть одна государственная, другая предпринимательская? Вот правильно подметили, государство, бюджет, тем более бюджетные деньги, оно должно жестко контролировать их расходование. Оно имеет право навязывать правила, именно навязывать, чтобы деньги были видны, куда они делись, да, максимально стараться, чтобы они имели безналичную форму. Тогда оно легко контролируется, это прозрачное. Но я как предприниматель, да, если создал добавленную стоимость, заработал деньги и легализовал эти деньги, положил их на расчетный счет, будьте добры ко мне относиться по-другому. Понимаете, нас нельзя сравнивать. В бюджете поступают заработанные государственные деньги. Их контроль должен быть особый. А вот частный предприниматель, он должен быть более развязан, иметь свободное, знаете, это его деньги, его собственные деньги. Понимаете, тут разница огромная, поэтому Леван правильно говорит, их надо вообще, отдельный подход должен быть ко всему этому. Если даже ко мне сегодня на работу пришел сантехник, я вынужден с ними рассчитаться наличными, я деньги легализовал. Уже контролирующие органы могут проследить, куда вы их дели. Я говорю, вы знаете, я дал сантехнику наличными, да, сколько? 100 рублей. Будьте добры, налоговый сделает акт, пишет, заплатите, значит, подоходный налог удержит с меня и отпускает социальный налог. И так далее. Для чего нас как бы ограничивать в этом вопросе? Это мы все равно, если я один раз его легализовал, положил на расчетный счет, уже меня можно проконтролировать. Я подлежу контролю. А вот с бюджетной сферы вот, совершенно правильно подмечено. Там были люди могли получить бюджетные, да, заработанные, скажем, налоги собрали людей и расходовать кто как хотел, вообще вольно, там была другая воля. Поэтому нас нельзя сравнивать с бюджетниками. Там, согласен, там должен более жесткий подход. Я абсолютно согласна. То, что касается бюджетных средств, здесь государство должно самостоятельно определять правила игры, безусловно. Да, и когда будет работать система казначейства, эти правила игры будут установлены, все этим правилам игры будут подчиняться. То, что касается бизнеса, в самом указе, то, что касается самого указа, мы не могли в указе отразить все проблемы, которые существуют в нашей экономике. Это понятно, наверное, да, что мы, естественно, понимаем, какие задачи стоят перед государством. Мы поэтапно принимаем те или иные меры. Первую меру, которую мы приняли, мы постарались, по сути дела, вывести наличный расчет в правовое русло. Когда в том числе индивидуальные предприниматели войдут в это правовое русло, сегодня мы уже обсуждаем вопросы преференций для индивидуальных предпринимателей, послабления налоговых режимов, но это следующий этап. Мы должны понимать примерный оборот, который существует в этой сфере, а дальше мы будем уже решать, да, какие-то, возможно, это ведение патентной системы. А что мешало, так сказать, уже с самого начала принять такой указ, сказать, вот если вот кто-то
будет по таких правилах работать, мы ему создадим вот такие преференции. А кто остался в старой системе, он, значит, и так... Да, я думаю, метод административный, он неэффективный, по-моему. Да, вы сказали, что мы как бы в будущем это сделаем. Ну, можно же сегодня проделать. Вы знаете как, вы сейчас вот это, да, указ, вы должны наоборот стимулировать, да, государство должно стимулировать, чтобы предприниматель легализовал максимально свои деньги. А этим указом вы заставляете его прятать. Деньги будут мимо банков проходить. Если самая главная задача государства – создать условия для легализации заработанных денег. А дальше, если он легализовал и положил на расчет, проследить, проконтролировать очень легко. Понимаете? А если вы будете ограничивать меня, ну я должен что-то купить, что-то сделать, ну извините меня, зачем мне в банк ложить? Я буду ложить под подушку и буду тратить оттуда. Я не могу одного понять, почему юридические лица могут подчиняться этим условиям, а индивидуальные предприниматели не должны им подчиняться. Объясните, я не могу понять. Я вам говорю, правила для всех должны быть одинаковые. У кого расчетный счет и начал предпринимательской деятельностью заниматься, в сфере, я говорю, участника, там, он внешнеэкономической деятельности, а правила должны быть одинаковые. В сфере обращения наличных тоже правила должны быть одинаковые. Понимаете, для всех. Это с вами в этом я согласен. Понимаете? Значит, я бы обратил внимание, что не так однозначна трактовка того, что юридическое лицо может у физического лица покупать без ограничений. Если посмотреть российское по этому поводу указание Центробанка, не все так просто. Если посмотреть некоторые примеры из практики, то понятно, что если, значит, у нас будет происходить, как мы подписали в первом соглашении, унификация, может, в следующем мы напишем гармонизация, то, учитывая тот факт, что этот указ, к сожалению, плохая калька с российских указаний, да, и что он хотя решает вроде свои задачи, но они должны быть похожие где-то. Менять неизбежно придется. И, кстати, вот это толкование, что физическое лицо может там без ограничений, это друг с другом, да. А вот у юрлица и индивидуального предпринимателя могут возникнуть проблемы. И эта трактовка не очень корректная, что сколько хочешь, бери. И сейчас у нас этот процесс, может быть, он снимет некоторые шероховатости указа, но это ненадолго. Потом мы снова к этому вернемся, если это будет дальше развиваться так. Вот этот внешний аспект я бы считал целесообразным, и особенно тогда, когда мы сейчас занимаемся нормотворчеством. Потому что мы не можем не учитывать тот факт, что если мы в союзнических отношениях заявили, кстати, у нас там слово унификация стоит, не гармонизация, кстати. Но, может, поменяем, еще раз подчеркиваю, на гармонизацию. А унификация это одно и то же. То есть должно быть одинаково. Вот в чем дело. Это надо учитывать момент просто. Конечно же, даже сегодняшнее наше обсуждение вскрыло массу вопросов. Есть, значит, главное желание работать всем, я в этом уверен, в правовом русле. Но опять же, сегодня, мы получили проблему касаемо отношения власти к бизнесу, отношения власти к людям активным, которые занимаются получением коммерческого дохода. И это внимание надо усиливать, это внимание должно быть активно, и там должно быть и общественное обсуждение, и взаимосвязь, связанная, чтобы и власть, и бизнес друг друга слышали, и наполнена реальными законами. Поскольку я представляю организацию, призванную защищать интересы предпринимателей, поэтому мою настойчивость в четкости формулировок и понимания того, что здесь изложено, я надеюсь, вы правильно меня понимаете, потому что завтра, послезавтра, условно, да, когда указ начнет действовать, вопросы будут возникать и к нам тоже, в плане того, чтобы мы оказали максимально возможное содействие для сглаживания шероховатостей и тех острых углов, которые могут возникнуть в результате там определенного либо недопонимания, либо неправильного толкования, исполнения норм данного указа. Я ни в коем мере не отрицаю то, что регулирующая роль указа должна быть. Указ определяет поручения и задания всем
ведомствам, причастным к этому процессу по приведению своей нормативной базы и своих инструкций в соответствии с указом. Но вся эта мера, направленная на вывод теневого оборота, о котором мы, в общем-то, и говорим в целом со всех наших сторон, и подход именно к этому должен в конечном итоге идти. Все-таки я считаю, что поэтапность или этапность, что ли, подхода к вот этой цели, о которой мы говорили, должна быть более щадящей, она должна быть разъяснена конкретным исполнителям, и ни в коем случае нормы не должны быть такими, чтобы каждая сторона, то есть представитель контролирующего органа и исполнитель этого указа, то есть конкретный бизнесмен, читали бы его по-разному. Они должны читать его одинаково, то есть смысловая нагрузка должна быть понятна и там, и там. Я хочу сказать, мы, конечно, осознаем роль, которую играет бизнес как донор нашей экономики. Естественно, мы заинтересованы, чтобы этот бизнес развивался, и ни в коем случае никакие меры не направлены на то, чтобы подавить этот бизнес. Мы готовы к разъяснительным работам, к общению с бизнесом. Мы не просто готовы, мы заинтересованы слышать и хотим услышать этот бизнес. Если есть какие-то предложения и рекомендации, вы можете обратиться и в Национальный банк, и в администрацию президента, и в кабинет министров. И давайте вместе решать те проблемы, которые стоят перед нашей экономикой. В нашей передаче прозвучали разные точки зрения. И я думаю, что наш телезритель настолько сегодня и политизирован, и находится в информационной поле, все ему интересно, и все он слушает, что он, наверное, сделает сам какие-то выводы, да. И мы на самом деле ждем ответной реакции, не только, я думаю, диалог в отношении принятых решений только начался. И я думаю, на других площадках, в парламенте, я думаю, еще будут другие круглые столы, которые будут организованы, где, мне кажется, мы должны привыкнуть к тому, что любое решение, которое будет приниматься в будущем, оно должно проходить экспертную оценку, должны быть исследования, которые привели бы к каким-то, чтобы оперировать какими-то цифрами, да. Вот сегодня, на самом деле, я обратил на одну вещь, да, что в экспертных оценках не звучали никакие цифры. На самом деле мы не знаем, в каком состоянии наша экономика, мы не знаем, какой оборот фактически даже на сегодняшний день. И чтобы принимать решения, мне кажется, это как у врачей. Сперва надо поставить диагноз, а диагноз ставится исследованиями. Надо подойти с научной точки зрения, мне кажется, исследовать сегодняшнюю ситуацию и затем уже прописывать лекарства, да, указы, законы и так далее. И вовлечение, чем больше экспертов, и у нас часть сегодня, да, мизерная часть сегодня приняла участие в обсуждении, потому что очень много и квалифицированных специалистов, и чем больше мы их привлечем к решению этих задач, тем будет лучше для нашей страны. Спасибо всем. Спасибо.